Также министр иностранных дел Владимир Макей встретился с западными послами, с которыми обсуждали возможные сценарии развития отношений. На встрече МИД приняли участие главы дипмиссий стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. С нами сейчас на прямой связи Андрей Санников, белорусский политический и гражданский деятель, координатор громадянської компанії «Європейська Білорусь». Пане Андрію, вітаю вас. Добрый вечер. Пане Андрею, вот мы видим, как состоялась встреча Владимира Макея с представителями дипмиссий стран Европейского Союза. Вот в таком случае можно ли рассчитывать на усиление санкций со стороны Европейского Союза против диктаторского режима Александра Лукашенко, если пошли уже такие встречи и возможные какие-то договоренности? Но вы совершенно правильно ставите вопрос, что вот такие встречи обычно свидетельствуют о том, что дипломатический корпус ищет решений не там, где они находятся. К сожалению, мы не первый раз становимся свидетелями вот такой пораженческой позиции, прямо скажем, дипломатов, которые почему-то впереди проблемы ставят возвращение своих дипломатов в страну, которая находится в глубочайшем кризисе, где убивают людей, где калечат людей, где пытают людей. Они пытаются перевернуть это в какое-то дипломатическое русло. Вы абсолютно правильно отметили, вопрос о санкциях является намного более важным, чем вот такие попытки разведения дипломатических политесов. Потому что только введя санкции, западные государства, демократические государства могут разговаривать с преступниками. Без давления никаких разговоров просто не будет, никаких даже выслушивать их не будет. Будет, в общем-то, продолжаться та политика, которую мы сегодня видим, политика уничтожения людей в Беларуси. Скажите, а как нужно разговаривать с западными партнерами? Какие аргументы им нужно приводить, чтобы все-таки они предприняли какие-то санкционные меры в отношении режима Александра Лукашенко? И кто должен это делать? Есть ли такой сегодня человек? Должны делать все, кто называет себя оппозицией. Должны делать все, кто называет себя правозащитниками. Должны делать все, кто себя называет сегодня международными правозащитными организациями. Это и Международная амнистия, это и Human Rights Watch, это и Freedom House, это и правительство демократических государств. В общем-то, есть возможности, есть рычаги влияния на такие ситуации, которые работали раньше, не только в случае с Беларусью. Давайте вспомним времена существования социалистического лагеря. Не было бы, наверное, никаких успехов у демократических революций в Восточной Европе, если бы не было жестких санкций, которые вводил Запад в отношении Советского Союза, в отношении Германской Демократической Республики, в отношении Польской Народной Республики и их руководства. Да? Вот. Инструментарий есть, просто нужна политическая воля. Мы, к сожалению, вот на своем примере очередной раз убеждаемся. Как только возникает такой глубокий кризис по вине преступников, находящихся у власти, в данном случае Лукашенко, сразу же начинают искать возможности вернуться к деловым отношениям, прежним деловым отношениям. Потому что все обросли какими-то схемами работы с диктаторскими режимами. Эти схемы находятся в области грязного бизнеса, но деньги от этих схем поступают, в том числе и на Запад. Поэтому такое большое нежелание действительно придерживаться принципов и очень большое желание вернуться к в общем-то, к отношениям с Лукашенко. Но здесь ничего это не поможет просто. Скажите, а Светлана Тихановская является таким человеком, который мог бы проводить переговоры с западными партнерами и убеждать их в том, что все-таки такие санкционные давления должно вводиться со стороны Запада против режима Лукашенко? Прежде всего, она и является, потому что к ней сейчас наибольшее внимание всех белорусских политиков за все время. И она должна очень четко артикулировать. К сожалению, на первом этапе это не было сделано, поэтому такое вот промедление серьезное. Я надеюсь, что сейчас вот эти все смерти, которые происходят в Беларуси, все эти ужасные случаи пыток, которые становятся все больше и больше известны нам,
все-таки подтолкнуть всем, в том числе и Тихановскую, говорить очень жестко о санкциях, говорить об экономических, торговых, финансовых санкциях. Вот, потому что без этого просто-напросто невозможно разговаривать с этими преступниками. И вы упомянули там встречу с Маккеем западных дипломатов. Мгм. Что произошло на следующий день после встречи этой? Закрытие границ, объявление о том, что границы будут закрыты и что белорусам будет запрещен выезд за пределы Беларуси. Но это уже сталинизм полноценный такой.